Рассказывая вам о традициях народов, мы не можем оставить без внимания красивые обычаи и тех народов, которые хоть и не относятся к числу субъектообразующих, но на протяжении столетий проживают рядом. К таким народам относятся осетины. Представители этой нации проживают в республике уже более 150 лет. Осетинские переселенцы основали в республике село имени Костахи Тагурова. Традиции и обычаи этого народа уходят корнями вглубь веков, поэтому еще удивительнее, что представителям нации удалось сохранить их до наших дней практически в первозданном виде. Как и остальным кавказским народам, осетинам присущи традиции гостеприимства, почитания старших и уважения к женщине. Но сегодня мы познакомим вас с главным праздником осетин – Джоргуба. Каждый год в третье воскресенье ноября у осетин начинается один из главных праздников в году – Джоргуба, или День Святого Георгия. Осетины называют день закалывания быка, так как именно в этот день закалывают жертвенное животное. Именно голова этого животного, приготовленная по национальному рецепту, а также 3 молитвенных пирога становятся главными блюдами праздника. Праздник этот посвящен Уастерджи, важнейшему дзуару в традиционной религии осетин, одному из героев нардского эпоса. Он является покровителем мужчин, путников и воинов, защитником обиженных и обездоленных. Потому и имя его традиционно произносят лишь мужчины. Я же могу называть его Святым Георгием. В нардском эпосе он описывается как небожитель и изображается в виде старца на белом коне и в белой бурке. Его празднуют, этот праздник Джоргуба, это нам передано было нашими предками. И это по нашей вере предков, этот праздник празднуется осенью, когда убираются посевы, скот сгоняется с гор, люди уже все свои вот эти осенние заботы поделают, а потом уже работы поделают, а потом уже все спокойно, они к зимовке готовы, и начинается этот праздник Джоргуба. Он обычно начинается 23 ноября. И идет неделю этот праздник. Первый день, это понедельник вечером, это вечер Уаштерджи. Как вам объяснить, это покровитель мужчин, покровитель воинов. Уаштерджи – это тот персонаж, который держит связь между Всевышним и людьми. Он не земной человек, а он такой божественный, да. И начинается. Первый вечер, это его вечер, в основном каждый дома режет там барашку, по обряду, все как положено. По обряду раньше, конечно, когда было скотины много, когда люди держали, то заранее, за год говорили, что вот это на Джоргуба, там бычок или барашка, его не трогали, она паслась, за ней ухаживали. За животным тщательно ухаживали. Его не разрешалось использовать в хозяйстве или бить. Процессом жертвоприношения обычно руководил один из старейшин. Перед обрядом животное нужно было обязательно подвести к очагу и дать ему попробовать соли. После этого старейшина воздавал молитву, обратившись лицом на восток. После того, как обряд жертвоприношения окончен, наступает время подготовить те куски туши, которые являются частью молитвенного ритуала за праздничным столом. Они укладываются вокруг головы животного. После того, как мужчины закололи и разделали мясо жертвенного животного, наступает время потрудиться и женщинам. Для праздничного застолья надо приготовить 3 осетинских пирога. Пироги давно стали гастрономическим брендом и визитной карточкой осетин. Но для Джоргуба пекут особенные пироги. Процесс замешивания теста для них должен проходить в молчании и обязательно с чистыми помыслами. Ну что ж, блюдо с жертвенным мясом на столе, 3 молитвенных пирога тоже, но все же чего-то не хватает. А не хватает праздничного напитка. Осетинское дагане – это традиционный слабоалкогольный напиток. Хотя сами осетины называют его пивом, этот продукт имеет мало общего с обычным пенным. Такое пиво вы не купите в магазине. Его варят непосредственно перед праздником, за неделю или 2, чтобы напиток успел настояться. Секреты его приготовления передаются из поколения в поколение, а ингредиенты не меняются веками. Примечательно, что варят осетинское пиво исключительно женщины. В осетинском дагане пшеница, ячмень, хмель, вода и сахар, поэтому этот нардский напиток получается сладковатым.
К праздничному столу его подают охлажденным, и он является частью осетинского Джеоргуба. Застолье на Джеоргуба предполагает не только обязательные блюда для праздничного стола. Есть и запрещенные продукты. Например, свинины не должно быть не только на столе, но и во всем доме. Ну вот мы и добрались до самого застолья. Жертвенное мясо и пироги уже заняли свои почетные места. Застолье, как предписывают быт и традиции осетин, это ритуальное действо, тесно связанное с верой и отражающее весь национальный жизненный уклад. За столом принято молиться Богу и всем небесным покровителям. Со стороны может показаться, что идет обычное застолье, однако это не так. Этикет поведения за праздничным столом у осетин строго регламентирован. Все участники застолья рассаживаются по строго определенному порядку в соответствии с заведенными обычаями. После того, как старшим произнесена первая молитва и началась праздничная трапеза, распределяются ритуальные части жертвенного животного. Сложно представить, но по его костям осетины даже предсказывают будущее. В каждой молитве за этим столом у Всевышнего просят блага, здоровья и достатка для семьи, родителей, друзей, для всего осетинского народа. Просят у святых хорошего урожая и достатка. Примечательно, что у осетин очень ценится красноречие. И посмотрев следующее видео, вы перестанете удивляться тому, как у представителей этого народа получается так красиво говорить. Они учатся этому с самого детства. Удивительно, как осетины Карачаево-Черкесии смогли сохранить до наших дней все свои многовековые традиции. Они передаются из уст в уста. Осетины очень почитают каждого из своих святых. Однако святой Георгий все-таки занимает особое место в сердцах осетин. В Северной Осетии ему возведен памятник прямо в скале. Всю праздничную неделю осетины проводят в молитвах святому Георгию. Они просят благополучия в своих семьях, покровительства для мужчин семьи и удачной дороги путникам. Примечательно, что после провода в Джеоргуба обычно сразу наступают морозы, и у осетин бытует поговорка «Скажи мне Джеоргуба, и я скажу тебе зима». А в последний день праздника, понедельник, осетины в кругу семьи прощаются с Днем Святого Георгия до следующего года.